23 января администрация оккупированного Восточного Туркестана сообщила о том, что 2 китайцев, прибывших в регион, были инфицированы коронавирусом. 4 февраля власти заявили, что число заражений в уйгурском регионе выросло в десятки раз. По сообщениям Комитета здравоохранения уйгурского региона, подконтрольного коммунистам, вирус был диагностирован у 29 местных жителей. В связи с эпидемией коронавируса временно прекратили работу высшие учебные заведения города Урумчи. С другой стороны, во время собрания в штате Альберт, в котором приняли участие уйгуры, проживающие в Канаде, и медицинские специалисты, были высказаны опасения по поводу распространения коронавируса в лагерях перевоспитания. Врачи и организаторы пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье в Калгари, заявили, что узники наиболее уязвимы, так как в лагерях отсутствует гигиена и медицинская помощь. Патигуль Халык и Мухаммед Имин, проживающие в Швейцарии последние 14 лет, рассказали о своих детях, подвергшимся гонениям со стороны китайских властей. Патигуль Халык сообщила, что не общалась со своими детьми около 5 лет и что ее старшую дочь приговорили к 3 годам лишения свободы по подозрению в терроризме и связях с иностранными гражданами. Причиной того послужили телефонные звонки Айши своим родителям. Напомнив, что ей не удалось получить никакой информации о своем сыне и второй дочери, мать 3 детей заявила, что ее семья была под постоянным наблюдением китайских властей из-за того, что ее брат Карим Абдуали, убитый в заключении, всю жизнь боролся против Китая. Количество китайцев, являющихся потенциальными разносчиками нового вируса, достигло 23 260 человек. Под наблюдением находится 185 555 граждан Китая. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что в результате заражения новым типом коронавируса погибло 490 китайцев и 1 житель Гонконга. Состояние 3219 инфицированных критическое. Сотни тысяч китайцев находятся под наблюдением врачей. Кроме Китая, 18 случаев заражения было зафиксировано в Гонконге и 10 в Макао. Из-за переполненности больниц и нехватки коек в городе Ухань, власти выделили центральный стадион, выставочный центр и еще одно здание в качестве центра диагностики и обследования пациентов, инфицированных коронавирусом. Смертная казнь в отношении Амира Рахимпура, осужденного за шпионаж в пользу США, была одобрена Верховным судом Ирана. Во время пресс-конференции, прошедшей в Тегеране, представитель суда Гулам Хусейн Исмаили сделал следующее заявление. Решение было принято в отношении эмира Рахимпура, который был обвинен в шпионаже и передаче ЦРУ информации о ядерной деятельности Ирана. Приговор был одобрен Верховным судом. Исмаили также заявил, что еще 2 человека, работающие в гуманитарных организациях, были признаны виновными в шпионаже в пользу США и приговорены к 15 годам тюремного заключения. Государственная опера Дрездена, которая вручила в этом году орден Святого Георгия президенту Египта Абдуль-Фаттаху Сиси, отозвала награду в связи с растущим недовольством мирового сообщества. После того, как на прошлой неделе Сиси получил награду от руководителя оперы Ханса Йоахима Фрея, многие мэтры искусства и политические деятели заявили, что не будут участвовать в программе Дома культуры. В связи с реакцией политиков, деятелей искусства и правозащитных организаций, руководство оперы сообщило об отзыве награды революционного президента Сиси.